На улице Айтгылара располагается одно из самых старых строений Сухума – дом купца Инфианджанс. В 1915 году он строит два двухэтажных здания с торговыми растворами на первом этаже. Одно из зданий выходило фасадом на улицу Торговую, ныне Айтгылара. Второе здание оставалось в глубине двора, как и мастерские. Как пишет историк Анзор Агумаа, первый этаж здания занимали магазины торговой площадью 400 квадратных метров. Здесь был посудный магазин Качарава и магазин товарищества «Дело». В 1922 году все строения были муниципализированы и переданы в эксплуатацию коммунальному хозяйству. Верхние этажи строений были заняты под учреждения: Гостапфабрика СССР Абхазия, Сухумская контора, Закготсторга и Совторгфлота, Новороссийское коммерческое агентство и городская станция железной дороги, Одесский окружной трест, Ленинградский жировой трест, а также клуб Союза коммунальников. В общем, в те времена здесь кипела деловая жизнь. В советское время дом отдали под жилые помещения. Для строительства этого здания были приглашены итальянские мастера. Композиция дома симметрична. По центру фасада расположен проезд для карет во внутренний двор. Здание украшают два балкона с изящной ковкой. В украшении фасада много лепнины, использован декор в классическом исполнении: гирлянды, картуши, пилястры. На крыше дома устроены 3 фигурных атика. Итак, уважаемые телезрители, мы с вами идем по улице Айтгылара и упираемся в необычный дом, старый, один из старых домов Сухума. И вот вызвали мы хозяйку, одну из жителей этого дома, которая расскажет нам о том, что это такое для нее. Миля Герзмава. Миля, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете сказать о вашем доме? Сколько лет вы здесь живете? Больше, чем 50 лет я живу в этом доме. И что я могу сказать об этом доме? Но этот дом известный как памятник культурного наследия. Это однозначно. Вы сами все об этом знаете. Почему он для меня дорог, этот дом? Я воспитала в этом доме всех наших детей, которые сегодня и в искусстве, и в других тоже профессиях. Это для меня, это моя жизнь, быть рядом с детьми. Это мои самые приятные воспоминания, которые вот просто дают желание жить дальше. Да. Другое. В этом доме, я это все помню, жили самые единственные, я могу сказать, единственные по своему назначению и профессии мастера абхазского искусства. Это дом, где писались абхазские народные песни, где писались пьесы, современные песни, где писались постановки. И вот это все, как вот искусство объединяет людей, объединяло всех живущих разных национальностей в этом доме. Мы жили как в одной семье. Это не забывается. Жили здесь Фазлбей Курва, Виолетта Ман, Сергей Чкотова, Астамур Чкотова, Кандид Тарба, Вианор Тарба, Вячеслав Аблотия, Майя Герзмава, Дмитрий Курта, это режиссер Абхазского театра, самый любимый. И многие другие, другие национальности, которые здесь жили. Но дальше, уже когда война началась, это другой вопрос. То есть вот до войны вот Да, такая... это было довоенное время. До войны вот такая интересная жизнь проходила в этом доме. Безусловно. Ну, Миля, пригласите нас, мы посмотрим на ваш дом. Добро пожаловать, с удовольствием. Давайте пойдем.
Ну, заходя в подъезд этого дома, заметно, что вот здесь время просто остановилось, потому что мы видим аутентичную живопись, мы видим необыкновенную лестницу. Миля, расскажите нам, какие здесь шли события и почему здесь все в таком состоянии? Ну, безусловно, этот дом получил большие повреждения во время войны. Мы вернулись сюда в никуда. Вот вы видите сегодня состояние подъезда. Этот подъезд, который был, вы помните, наверное, в довоенное время, это назывался Версальский подъезд. Вот настолько было приятно сюда заходить. Но сейчас, в данное время, мы хотим восстановить эту лестницу, этот подъезд, точно так же, как мы восстанавливаем на втором этаже наши квартиры. Но пришло время. Миля, вот я бы хотела обратить внимание наших телезрителей, так как мы часто, рассматривая дома, рассматриваем детали какие-то архитектурные. Ну вот сразу видно, что плиты того самого времени постройки дома, и они прекрасно сохранились. Можно чуть-чуть над ними поработать. Реставрация. У нас начинается реставрация подъезда. Вы собираетесь делать? Не изменив абсолютно никакой абсолютно точечки. То есть все будет восстановлено. Угу. Скажите, ну а лестница ваша, она тоже в стиле тех времен, такой мраморной какой-то крошкой выложена? Абсолютно. Вот здесь такой видимости не будет, вот как повреждение. Все будет восстановлено и иметь первоначальную свою форму. А что вы скажете о перилах лестницы? Перилы, вы знаете, я не очень-то хочу, конечно, чтобы это распиливали. Это нельзя так трогать. Но у нас есть человек, он пожилой, который знает, разбирается вот в этих деталях. Он нам обещал, абсолютно не повреждая ничего, ни колонки, восстановить и сделать, постараться сделать его первоначальную форму этой лестницы. Я хочу дополнить, Миля, что каштановая лестница, лестница из каштана – это такая редкость в особняках старого Сухума. Ну что, пойдем дальше? Пошли. Есть такая идея у нас, у всех жителей, что красивый стенд вот на этой стенке с хорошими световыми эффектами, и все фамилии, которые жили в этом доме, представители нашего прекрасного искусства. То есть вы хотите запечатлеть это для будущих времен? Да, для будущих времен, для детей, которые не как экскурсию сюда водили, чтобы они сами помнили об этом. Вот это, мне кажется, это очень интересная идея. Ну, я думаю, да. Я думаю, у вас это получится, Дай Миля. Бог, дай Бог. Хочу обратить внимание наших телезрителей на вот этот роскошный камин, который, как правило, в старых домах Сухума, и не только Сухума, вот в тех домах XIX века очень придавали великолепное такое вид домам, коридорам и так далее. Вот что вы скажете, Миля, у вас такой роскошный вид он имеет, с барельефами, с какими-то вензелями, с орнаментом растительным. Ну, просто не обратить внимания на это невозможно. Насколько я знаю, вот этот камин со стороны коридора и со стороны квартиры тогда так не было.
Это когда был передан этот дом горкому партии, они разбили вот на такие комнаты с перегородками для того, чтобы создать тут кабинеты, чтобы они здесь помещались. А до этого первоначально здесь был камин. Тоже дальше тоже есть камин, которые, это был огромная территория, это как актовый зал, это как зал для гостей, для приема гостей. Вот эта вся территория не была разбита, одинарная была вот от начала до конца вот этого здания. Поэтому есть и камины, есть еще что-то другое, дальше вы увидите. Ну, понятно, когда здание муниципализировали в 20-е годы, здесь была организация горком, которым нужны были кабинеты маленькие, и все это здание тут же расчертили и сделали по кабинетику для каждого чиновника. Но само пространство, оно было гигантских. Я еще хочу добавить, что здесь высота потолка 5 метров. Я ни в одном доме такую высоту не видела еще. Да. Ну вот, собственно говоря, как и выглядит этот камин. Вы знаете, у меня всегда такое сожаление, что мы не продолжили культуру каминов в нашей современной жизни. Но посмотрите, какая все же это красота, эта лепнина, эти барельефы, и все это такую эстетику дает необыкновенную. Миля, ну камин этот зажигается или нет? Но вот в данное время не функционирует, но он будет работать. Здесь живет Мзия Пимпия. Мы все вместе, вот как одно целое, дорожим, служим этому дому. Точно так же она рядом с нами встала. Делала она ремонт, абсолютно ничего не затрагивая, не меняя ничего, восстановила камин. И это здорово, что люди, которые живут в этом доме, понимают значимость этого. Да. Хорошо, что вы едины в стремлении сохранить то, что мы не есть. можем всех перетягивать в свою сторону, потому что как-то уже такая любовь здесь, ну, у нас уже вот сидит в наших душах, что люди, приходящие сюда, сами не хотят отсюда уходить. Это было всегда так. Ну вот мы зашли в вашу квартиру, Миля, и увидим, какие большие пространства здесь на самом деле есть. Но вот вы нам расскажите, как вы справились с тем, чтобы создать вот такую квартиру. Когда война началась, я с детьми уехала в Москву. У меня здесь была Хибла и остальные дети, которые живут в Москве. Но после войны я быстро вернуться сюда не могла по обстоятельствам. Ровно 20 лет я занималась ремонтом этой квартиры. Ровно 20 лет. И только 3 года тому назад, скорее всего, 4 года тому назад я зашла в эту квартиру. Но, как ты видишь, еще она не закончена. Этот ремонт не закончен. Все было очень сложно. Ремонтировать вот такую квартиру – это не год и не два. Это понятное дело, потому что проблемные стены, высоченные, стенки у нас, которые вообще не только фасадные стены, у нас каменные, остальные все деревянные. Очень было сложно, и поэтому вот так поэтапно я приезжала, немного, и вот так за 20 лет я отремонтировала эту квартиру. Изначально, я хочу сказать, вы видели, там тоже 2-й этаж, вот двухъярусный. Все квартиры в этом доме двухъярусные.
Объясню почему. Когда здесь после горкома партии эти квартиры все были переданы артистам, я уже их назвала. Вот. Но в одной маленькой квартире, которая составляет 27 квадратных метров или 30, невозможно было, чтобы в семье был рост. Рождались дети. Как надо было, что надо было придумать. И вот вместе с горсоветом, с людьми, которые понимали, какое состояние этого дома, его техническое, предложили создать вот такие двухъярусные квартиры. И у каждого в этом доме есть вот такой второй этаж. Они не составлены из рельсов. Это абсолютно легкой конструкции. Деревянные. Все деревянное. Вообще, по большому счету, в нашем коридоре ни один пол не залит цементом. Даже вот этот балкон, где мы стояли. Потому что, когда мы делали ремонт, всегда с нами стояли инженеры, которые понимают, из чего состоит этот дом. Эти дома так просто трогать невозможно. Нельзя. Нам было запрещено. У нас у всех, вот с коридора начиная, вот такие деликатные эти балки, фанера и наш пол. Но еще довоенное время здесь вообще на втором этаже воду, коммуникации проводить нельзя было. Ну, про свою квартиру что еще я могу сказать? Ну, вот как вы видите, как могла, создала какой-то уют. Я хочу сказать, что вот обычным взглядом обывателя вот из этого пространства создана очень уютная квартира. И то, что вам подсказал горсовет, сделать такие двухъярусные, мне кажется, это просто фишка этого дома. Это такая изюминка на торте, которая решает и эстетику, и функциональность. То есть наверху у вас спальные места, внизу значит, санузел, кухни, прихожие и так далее. Все построено по типу вот такого студии определенной даже. Поэтому очень даже красиво. Но то, что все жильцы, я хочу обратить на это внимание наших телезрителей, создают деликатный ремонт. То есть ремонт без утяжеления, учитывая все необходимые технические данные памятника, которые относятся к историко-культурному наследию Абхазии. И это, конечно, очень важно. Я должна признаться вам, Миля, что когда иду на работу в институт, я прохожу мимо вашего дома и всегда любуюсь этим балконом. Расскажите нам, пожалуйста, как вы сохранили аутентичность вот этого маленького балкончика. Мне всегда было больно, когда вот хотя бы вот маленькую вот этот кусочек отрывали вот от этих стен. Было больно, потому что мы настолько привыкли вот это все ценить, нас так воспитывали. Но когда я приезжала периодически из Москвы, видела, как они прибиты, вот эти агрегаты кондиционеров, меня это ужасно расстраивало. Но сказать ничего не могла, неудобно. Это не от меня, это не зависит от меня, это зависит от самого человека. У меня тоже стоит агрегат, но я никаким образом ни к стенке не придвинула, ничего. Я сделала так, как было, ну, не то, что мне удобно, но как-то прилично на это все смотреть. Потому что балкон потрясающий, древний, его вообще даже трогать нельзя было. Я просто как-то даже красить мне было жалко. Я его вычистила, даже ничего больше не делала. А виноград это давным-давно мне папа давал корень, я посадила, он вот так вырос. Этот балкон тоже не залит никак, он не тяжелый, абсолютно легкий, никаких вот тяжестей здесь нету. Я не делала, раз сказали нельзя. Но я хотела бы все-таки обратить внимание наших телезрителей на эту ковку. Детали ковки повторяют детали на фасаде. Вот такой был старый Сухум.
Здесь учитывалось все, каждый элемент, каждый завиток повторялся и в железе, и в цементе, мог даже и в граните повторяться. Представляю нашим телезрителям одного из старейшего жителя этого исторического дома. Любовь Ивановна, говорят, что на этой лестнице была какая-то своя загадка. Что здесь было на этих постаментах? Вот на этих постаментах, я здесь живу с 66-го года, вот 60 лет в этом году. И молодая девочка приехала сюда, и здесь, я помню, вот стояли примерно вот такой высоты лягушки, позолоченные, красивые. Мы их очень оберегали, но они у нас побыли недолго, куда-то исчезли, не знаю. Вот здесь и здесь, возможно, и внизу они были. Я, когда здесь появилась, были две, очень красивые. И мы их оберегали, протирали. Эти каштан был, он, конечно, не такой, как сейчас. Эти каштановые лестницы были ухоженные. Мы очень следили за этим домом. И эта плитка итальянская, сейчас ее не встретишь. Это редкость сейчас. Конечно, сохранить бы надо, но... Этой плитке уже более 100 лет. Более 100 лет. Этим более 100 лет. Это настоящая мраморная крошка. Причем тоже ей более 100 лет. Лестница у нас, это вы же знаете, у кого сейчас мраморная крошка или итальянская плитка в подъезд. Подъезд у нас, видите, как был, все оформлен. Все было чисто, мы следили. Здесь интеллигентные люди жили, которые понимали ценность этого дома. Мы оберегали его. У нас не было никаких коммуникаций. Но был общий туалет, но мы по очереди ходили, убирали, у нас всегда была чистота. Народу было, здесь 19 семей жило, 19. Да, 19 семей жило. Ну, все дружно было. Там вот у нас был большой стол, мы собирались, кофе пили по утрам. Соседи мы были очень дружны. У многих вот здесь плитки были, ну, не было возможности иметь кухни, тогда кто-то потом начали строить вторые этажи, как-то устраиваться. И тем не менее, никогда у нас не было... Умывальники были вот такие, знаете, вот так жили, но дружно жили. И, конечно, очень оберегали, лепные украшения были. Ну, что еще я могу сказать о жителях, которые здесь... Этот построил дом... Эфиджанс. Да, купец первой гильдии. Вот там жила его дочь и сын. Мегия Алексеевна Кочарова. Но вы знаете, Семиржиева она по мужу, Семиржиев ее муж, который потом улицей назвали вот в новом районе именем его мужа, то есть известный. Ну, брат ее был Кочарова Анатолий, это капитан дальнего плавания. Жена его была Вачнадзе, Ната, которая разбилась. Но она была здесь, она приезжала, она пол мыла лестницу там. Вот эта семья такая. Ну, потом, сами знаете судьбу этих... Семирджиева, Кочарова, и все. И этого Ихова Мегия Алексеевна отца, ну, он был меценат. Если в театре там какие-то зеркала есть исторические, это он подарил. И купил ему, и подарил это туда. Он не просто был меценат. Ну, все равно были такие времена, эта семья была репрессирована. В результате вот им... Потом сюда перешли горком. В 1957 году горком ушел, им дали, построили там, а здесь дали этим театральным работникам. Появились театральные. Здесь кондитер, вианурот, это семьи, танцоры жили. Там флейтисты, или как это, я не знаю, как это называется, на абхазский такой инструмент, я не знаю, сейчас играет на нем. Это Чхотова Сергей, его жена Ира пели. Это ансамбль был такой. Там вот жил Коля-то, они жили, все. Ну, здесь жили Маршане, Попаскирь. Попаскирь, кстати, родственница Арденба, нашего уважаемого бывшего президента, царство ему, хороший был человек. Его жена часто приходила сюда к Лизе. Я ее видела, и даже кофе один раз пришлось выпить. Ну, это был не дом, а, знаете, семья. Однако у дома есть ряд проблем.
Например, не решена противопожарная безопасность, и это совершенно недопустимо. Имеется здесь и еще одна серьезная проблема. Дело в том, что с 1954 года на первом этаже здания находится спортивная школа бокса, которая своей деятельностью мешает жителям дома. Все письма и обращения к руководству города пока не имели никакого действия. Этот дом не ассоциируется никаким тяжелым спортом, ни с какой тяжелой атлетикой. Перед чем мы сегодня поставлены, перед каким фактом мы сегодня поставлены. У нас здесь функционирует давно уже на первом этаже школа, была детская школа бокса. При мне там были маленькие дети, при нас, которые приходили, вообще никому не мешали, потому что здесь жили артисты, они творчеством занимались, этого вообще допустить невозможно было. С 2015 года тут постоянно начали меняться на глазах директора, набор большого количества детей. Это центр города, конечно, всем известно. Это создает большие проблемы для дома, и для жителей, и для общественного транспорта, и для всех. Вот представьте себе, вот на занятия заходят 3 группы. Это 60 человек. Их привозят родители. Вот тут заторы. Все, что возможно было, все по инстанциям проводили, проходили, обращались к президенту, к министру просвещения. Вот так кругами ходим с 2015 года. Ничего это не дало. Единственное, когда в прошлом году мы обратились к президенту Бадра Гумба, вот это один-единственный человек, который отреагировал и дал соответствующие поручения всем, кому касалась вот эта проблема, и никто ничего не сделал. Этот шум, который издается снизу, откуда это началось, вот это вот сама проблема? Дело в том, что в 2024 году без ведома жильцов, а их же это не касается, без ведома жильцов, не зная ничего, они затеяли внизу, выделены были какие-то деньги, наверное, ужасный ремонт. Вот фундамент разрыли около 11 ям по 1,5 метра, чтобы туда поставить столбы, и чтобы навесить туда вот такие огроменные, тяжелые инвентарь, груши, я не знаю, как это называется. И все они закреплены за стенкой. Этот шум, этот скрип вот этого железа, вот это цепей, этот стук об стенку вот этих детей, которые одни на ринге, другие, это не выдерживает, этот дом не выдержал. В этом году уже, вот в 2024 году был ремонт, сейчас 26 год, за 1 год наши квартиры все расшатались. Пошли трещины, им это не доказать, это центр города. Чем больше набирают они детей, тем хуже этому дому. Все вот это в сочетании просто уничтожает наш дом. И вот этот государственный закон, который есть о социальном обеспечении населения Абхазии, об улучшении, и коснется нас тоже. Все тряслось. У меня вышла из строя техника, телевизора, люстры падали, все, что только. Я и зеркало сняла, потому что невозможно. Это было еще да. Когда они начали ремонт делать, я даже обрадовалась. Думаю, Господи, наконец-то у нас, может быть, будет спокойная жизнь. Но, к сожалению, ремонт был с такими нарушениями, невозможно ободрать стенку, создать нам дополнительную акустику. Камень, вы сами знаете, в горах, крикни, и куда отзывается. Все идет наверх. Вырыли ямы такие глубокие. На пол, там нужны специальные какие. Я узнавала у специалистов, в другом городе, в России, специально интересовалась, как вот делают вот эти школы. Во-первых, они сказали, что это недопустимо в жилых. Это, говорят, что такое? Ладно, говорят, по крайней мере, надо сделать какие-то подушки там, внизу, когда вот врывают туда. Подушки не были. Когда я туда несколько раз спускалась, радовалась, ремонт делаю, думаю, будет тишина. Говорю, вы изоляцию, шумоизоляцию делаете?
Вроде сказали да. Я спокойно думаю, ну, сделают изоляцию. Нет, они ободрали стену, допустили дополнительную акустику, шум. Как, знаете, это в ресторанах делают стены, чтобы музыка была кругом. А нам зачем этот шум? Здесь люди. Поменять вид спорта на облегченный. Хотя бы запускать сюда маленьких детей, как это было изначально. Поменять пол, уменьшать количество посетителей, не создавать заторы на улице. Это единственная улица. Вот просто вот такие человеческие были, просто человеческие, с пониманием были требования, которые вообще с места не сдвинулись. Даур, вот ваша школа с 1954 года в этом доме. Скажите, пожалуйста, какое количество детей сюда ходит и сколько смен? Это школа республиканского значения, детская юношеская спортивная школа имени Владимира Маршанина. Именно в этот зал или в тот зал по республике у нас 5 видов. Эта школа, тренера, которые работают по республике, относятся к этой школе республиканской. Есть секции в Гаграх, в Гудаутах, в Пицундах, Новом Афоне, дальше Гулерипш, естественно, Ачамчира, Гал, ну, по всему району, по всей республике есть школы бокса. Эта школа, она с 1954 года работает. Здесь поменялись директора, основатели этой школы. Эта историю большую имеет. На сегодняшний день, вот что вы видите, ремонт, это было сделано впервые за всю историю, по большому счету. И мы, естественно, я в том числе, составили смету и начали делать ремонт. Мне государство выделило деньги, чтобы сделать ремонт. И ремонт почему я начал? Объясняю. Жители, которые живут над нами, они жаловались неоднократно о том, что здесь большое количество детей, шум и так далее. Ну, я решил, чтобы вы видите, вот снаряды, где висят, они жаловались о том, что стена и так далее, дрожение дает, и нам невозможно, жаловались. Я решил убрать от стены эти швеллера и взять от пола, чтобы не мешать жителям. Вот что вы видите, ремонт сделали шикарный, спасибо большое. Но говорил, естественно, чтобы так сделать ремонт, я же не строитель, не знаю, чтобы не мешало жителям. Говорят, все нормально. Потолок. Вот они просто натянули натяжной потолок. А, наверное, надо было его обесшумить, не знаю. Создали комиссию, когда пожаловались. Приходили сюда депутаты, приходили министры просвещения, знает, она дала указание о том, что создать комиссию и посмотреть, что можно решить по этому поводу. Создали комиссию, поднялись, сели, посмотрели. Комиссия сделала заключение и отдала, естественно, руководящим сторону. И Такой вопрос. Мы, естественно, у нас какая смена? Мы в этом зале вообще, у нас расписание такое, с 9 утра до 11 занимаются дети, потом с 3 до 5 группа, с 5 до 7 группа и с 7 до 9 группа. Дети занимаются в 4 смены в этом зале. Мы сократили 7-часовую тренировку с 2 до часа. 7-часовая группа, значит, тренировочный процесс состоит из разминки, естественно, основной части и заключительной части. Вот этот час, что мы сократили, это очень влияет на тренировочный процесс ребенка и тренера тоже. Он в этот час должен уложиться, естественно, в этот процесс, чтобы не мешать дальше. Что нам делать? Я не знаю. Это должны наше, естественно, руководство помочь в этом. Не знаю, найти другой зал, может быть, не знаю, чтобы не мешать. Или я вообще предлагаю, чтобы сделать, на самом деле, ремонт, который сегодня сделали, начали делать так, чтобы, на самом деле, не мешали жителям. Ну, я сам понимаю о том, что если бы я жил бы так же, я тоже жаловался бы, разговора нет. Но, однако же, это дети.
Естественно, тренировки закрыть школу мы не имеем права, ни я, ни государство не имеет права закрыть школу. Надо выходить из этого положения. Да, я согласен с жителями, да, может быть шумно. Спор жителей и руководства школы должен быть решен, найдены компромиссы, которые бы всех устраивали. Либо произведен ремонт с внутренней изоляцией объекта, либо построен отдельно во дворе новый объект. Нам кажется все же, что спортивная организация не должна располагаться в жилом доме, являющемся памятником архитектуры, находящегося в списке историко-культурного наследия.